Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел пресс-конференцию для абхазских СМИ. На полигоне Цабал прошли учения с медсотрудниками резервных бригад и занятия по инженерному обеспечению войск. Абхазское телевидение и телеканал Сочи-24 договорились о сотрудничестве. Итоги недавних встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым стали главной темой пресс-конференции президента Абхазии Аслана Бжаня. Глава государства также ответил на актуальные вопросы: обеспечения обороноспособности страны, открытие Сухумского аэропорта, помощи инвалидам войны и семьям погибших, строительства и правового статуса апарт-отелей, обеспечения населения электроэнергией, железнодорожного транзита и другие. Пресс-конференция длилась более 2 часов. Аслан Бжаня подчеркнул, что по ряду объективных обстоятельств из-за плотного рабочего графика не мог встретиться с журналистами раньше. Президент пообещал представителям СМИ, что в будущем такие встречи будут проводиться чаще. Репортаж Рады Чачава. Сухумский аэропорт планируется запустить к концу 2024 года, а технические полеты начнутся в июле, рассказал Аслан Бжаня на пресс-конференции в Сухуме. Глава государства заверил, что в течение месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Все за счет инвестора. Сейчас кое-какие цифры уточняются, поэтому когда мы подпишем контракт, а контракт мы подпишем в этом месяце, вы детали будете знать. Более того, там условия были, в соответствии с которым инвестор должен восстановить за свои средства, осуществить капитальный ремонт 2 подстанций, которым пользуются в том числе жители этого района, провести в надлежащее состояние автомобильную дорогу, осветить ее и отремонтировать мосты. Это автомобильная дорога, которая от республиканской трассы идет до аэропорта. Президент также рассказал, что в этом году уровень потребления электричества в республике снизился почти на 140 миллионов киловатт-часов в сравнении с 2022 годом благодаря борьбе с майнингом. Глава государства отметил, что к концу года должно быть установлено 26 тысяч счетчиков и столько же в следующем году, что позволит повысить собираемость за электроэнергию и снизить потребление еще на 20-25%. Объем социального перетока, который был оговорен российской стороной, неоднократно задавались вопросы. Социальный переток оплачивался из бюджета Российской Федерации, это была поддержка, помощь. Он практически исчерпан. Но этот вопрос мы тоже ставили перед руководством России, в том числе перед Владимиром Владимировичем Путиным, и он обещал нам поддержку. Несмотря на то, что у нас появилось несколько десятков новых туристических объектов в этом году, уровень потребления электроэнергии снизился почти на 140 миллионов киловатт-часов. Это прежде всего связано с тем, что идет постоянная, может быть не всегда эффективная, но постоянная борьба с майнингами. И мы потребили в этом году на такую цифру меньше. Мы входим в осень в этом году с лучшими показателями. Аслан Бжаня также рассказал о результатах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что встреча прошла продуктивно. Мы детально обсуждали вопросы гармонизации, вопросы координации внешнеполитического курса нашего. Вот все наши контакты с Республикой Беларусь, в том числе, это с поддержки Российской Федерации, с поддержкой Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, те же самые вопросы обсуждались, что и с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вопросы, связанные с регулированием двойного гражданства. Мы должны в ближайшее время, не мы должны, в ближайшее время мы ожидаем указа президента. Особое внимание Аслан Бжаня уделил вопросам национальной безопасности, в частности, вопросу о российской военно-морской базе в Очимчирском районе. Будет развернут в порту города Очимчира, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенный характер, а сейчас Вы видите, да, ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке.
Мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому мы будем эту работу продолжать. В завершении пресс-конференции Аслан Бжаня рассказал, что на базе Абхазского государственного университета будут открыты курсы по подготовке абхазских управленцев. В формировании программы обучения помогут специалисты из Института госуправления России. Сейчас идет формирование курса обучения. Какие дисциплины человек должен знать и определенный набор знаний, с которым он должен с этого заведения выйти, если он претендует занимать в последующем какие-то чиновничьи руководящие должности. Все-таки это очень важно, когда уровень квалификации он стандартизирован, тогда люди начинают говорить на одном языке, и конфликтных ситуаций становится меньше и меньше. Мне кажется, в наших условиях это важно. Пресс-конференция президента длилась более 2 часов. Глава государства также ответил на актуальные вопросы помощи инвалидам войны и семьям погибших, строительства и правового статуса апарт-отелей, железнодорожного транзита и другие. Аслан Бжаня подчеркнул, что по ряду объективных обстоятельств из-за плотного рабочего графика не мог встретиться с журналистами раньше. Президент пообещал, что в будущем такие встречи будут проводиться чаще. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Полностью пресс-конференцию президента Абхазии Аслана Бжаня смотрите в нашей сегодняшней программе. Лев Квицыня назначен спецпредставителем президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Комплекс вопросов энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей и многое другое, обсудил спикер парламента Лаша Ашуба с гендиректором Черноморэнерго Тимуром Джинджоли и его первым заместителем Тенгизом Гирджинба. Во встрече также приняли участие вице-спикеры Фазлыби Авизма, Астамур Аршба и Ашот Минасян. На полигоне Цабал прошли тактика специальные учения с медицинскими сотрудниками резервных бригад и занятия по инженерному обеспечению войск. Специалисты медицинской службы Минобороны Абхазии рассказали о том, как оказать помощь раненому в полевых условиях. На учениях побывала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Как быстро оказать первую помощь раненому на поле боя. Врачам резервных бригад рассказывают специалисты медицинской службы Министерства обороны Абхазии. Военные медики должны быть готовы ко всему, ведь действовать нужно молниеносно. От этого зависит жизнь и здоровье бойца. Это все проводится для того, чтобы мы понимали, на что мы способны сегодня, ну и повысить свой опыт оказания медицинской помощи в полевых условиях. Ну, есть определенные достижения у нас уже, есть и недочеты, которые со временем, я надеюсь, мы устраним. Все идет по графику, по плану, совсем справляемся. С графика пока не вышли, для ребят многих это, то есть практика. Как оказать помощь человеку с легким, средним и тяжелым ранением? Как транспортировать пострадавшего, не растеряться? Применить все эти навыки в экстренной ситуации. Этому обучают медиков-резервистов. Сегодня будут симулироваться боевые действия, ранения 3 степеней. Это легкий, средний и тяжелый. Проводить эвакуационные действия, развертывание медпункта, работа медперсонала. Мы наращиваем объемы, темпы работ. Все-таки в наше время новые технологии, новые системы. Такого рода мероприятия в таком масштабе проводятся впервые с привлечением такого количества резервных подразделений. Оцениваю качество проведения и явку резервных подразделений на хорошо. Также проводятся занятия по инженерному выполнению задач. В ходе тактических и тактико-специальных занятий и учений военнослужащие получают и совершенствуют навыки самостоятельного выполнения задач инженерного обеспечения в условиях, приближенных к боевым. У нас будет тактико-технические характеристики всех мин. Будем устанавливать растяжки мины. Одиночные мины будем устанавливать. Будем
шлагбаум мины устанавливать и минные засады. Эти работы у нас постоянно, каждое учение проводятся. Учения проходили в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия. Завершились 18 октября. Гугуса Вардания, Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В Минтрасе России состоялась встреча замглавы ведомства Игоря Чалыки и вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озга. Были рассмотрены вопросы развития морского, автомобильного и железнодорожного сообщения, в том числе продление маршрута «Ласточки», увеличение объема пассажирских морских перевозок и реконструкция пункта пропуска на абхазо-российской границе. По итогам встречи был сформирован план совместной работы на 2024 год. Обмен новостями, совместные проекты в области туризма и межгосударственных отношений. Абхазское телевидение и телеканал «Сочи-24» договорились о сотрудничестве. «Сочи-24» – самый крупный информационно-развлекательный медиахолдинг на юге России. Активно участвует в общественной и культурной жизни Сочи. Выступает организатором, партнером или информационным спонсором самых значимых проектов на курорте. Медиаресурсы холдинга освещают все значимые события Сочи и знакомят свою 3-миллионную аудиторию со всеми новыми проектами. С 13 по 18 октября в Абхазии проходил 4-й международный туристический форум «Визит Апсна». В мероприятии приняла участие делегация самого крупного информационно-развлекательного медиахолдинга на юге России «Макс Медиа Групп» телеканала «Сочи-24». Помимо участия в форуме, целью членов делегации также была встреча с представителями медийного сообщества нашей страны. В первую очередь с руководством АГТРК, поскольку это главный телеканал республики. Мы очень благодарны Ирине Шотовне за встречу, вашему генеральному директору, потому что, мне кажется, такие встречи, они очень обогащают и ваш холдинг, ваш телеканал. Это лидер в стране, да, в Абхазии. И, на наш взгляд, когда мы обмениваемся информацией, а мы очень надеемся на обмен информацией, мы очень надеемся на то, что в дальнейшем мы сможем давать и для вас какую-то интересную информацию и получать ее. Это обогатит и позволит зрителям и вашим, и нашим знать то, что происходит в соседней стране, то, чем живут люди. Обмен новостями, совместные проекты в области туризма, межгосударственных отношений. Все это возможно благодаря сотрудничеству 2 телеканалов. Такое взаимодействие будет полезным как для ГТРК, так и для Сочи-24. Делегация, которая здесь была в гостях сегодня, они в основном работают в сфере туризма. Да, все, что касается бизнеса, они накапливают большую информацию и так далее. И для нас, для Абхазии, это очень важно, потому что вы понимаете, что в какой-то степени мы конкуренты Абхазии и Сочи именно в этой сфере. И очень часто в разных информационных ресурсах появляется много негативной информации об Абхазии. В общем-то, понятно, что в конкурентной борьбе люди могут использовать все, что угодно, и мы с этим сталкивались не раз. И появление вот таких ресурсов информационных, которые могут поддержать и наши интересы тоже. Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения и думаю, что какие-то их интересы мы тоже будем, конечно, поддерживать. Ирина Агарба выразила надежду на то, что благодаря такому сотрудничеству получится продвигать информацию об Абхазии, положительный, позитивный имидж о стране, также противостоять негативной информации. Море отзывов, понятно, в социальных сетях. И очень часто организованно работают против нашего положительного имиджа в туристическом бизнесе, в туристической сфере. Мы это понимаем. И в то же время очень много хороших отзывов об Абхазии. Мы будем стараться именно вот позитивный ресурс использовать. И еще мы обсудили, конечно, конкретные вопросы, где мы можем сотрудничать.
В наше время, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, в медиамире становится все больше и больше способов получения информации. Однако телевидение остается одним из самых доминирующих и важных источников получения информации для большинства людей. Всего за несколько секунд новости из разных уголков мира могут достигнуть миллионов зрителей. И это говорит о том, что интересы аудитории широкие. Значит, обмен информацией необходим, чтобы быстрее подавать ее аудитории. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось по итогам 7-й международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека. Обмен лучшими практиками омбудсменов». В документе, подписанном Аннас Кишмаре и Хосе Руисом Ангулу, говорится о необходимости продолжить углубление дружбы и сотрудничества между народами двух стран. Более 5000 единиц медицинских изделий и лекарственных препаратов переданы в дар Гудаутской районной центральной больнице нашими братьями из Карачаева-Черкесии. Делегация из КЧР, председатель общественной организации «База» Умар Кончев и депутат Думы Черкеска Карабек Тлябичев в рамках визита в Абхазию посетили Гудаутскую центральную районную больницу. Помощь оказана по инициативе Карабека Тлябичева. Знаковое событие для студентов Абхазского государственного университета. На территории студенческого общежития открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Здесь можно сыграть в мини-футбол, волейбол, баскетбол. Также площадка подходит для проведения спортивных мероприятий и соревнований. Инициатором создания спортивного сооружения стал комендант студенческого общежития Зураб Амичба. Также появление данного объекта – результат взаимодействия преподавателей АГУ и студентов вуза с властями республики, так как финансирование оказывалось из государственного бюджета. Работы по поручению премьер-министра компании «Абхазстрой» работы начались в июле. Всего было потрачено 4 миллиона 700 тысяч рублей. По обращению университета премьер-министр страны и правительство в целом приняло индивидуальное решение о финансовом обеспечении этого мероприятия. Ресурсы были найдены, такие расходы были поставлены в разряд приоритетных. Ну и вот мы сегодня видим, что все удалось. Руслан Рауфович, я со своей стороны тоже хочу поблагодарить. Это очень важно. На вашем веку очень много объектов, которыми наша страна гордится. И полагаем, что так будет и впредь. Поздравляю нас всех, поздравляю студенты вас. Еще один этап, наверное, по этой тематике. Мы тоже в обозримом будущем, уже вчера об этом тоже разговор шел. Вот, это наш замечательный спортзал. Там, конечно, ситуация иная, чем здесь, но над этим тоже началась работа. В Сухуми состоялось официальное открытие 11-го международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. В соревнованиях примут участие 5 команд, по одной из Абхазии, Чечни, Барнаула, Кемерово и Владикавказа. Организатор соревнования – Госкомспорт Абхазии. Первая игра пройдет уже 20 октября. Матчи проходят на мини-футбольном поле по улице генерала Дебар. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». На первой странице можно ознакомиться с информацией о том, как прошел 4-й международный туристический форум «Визит Апсна». На этот раз организатор мероприятия Абхазский союз туризма сделал ставку на возвращение Абхазии статуса курорта, востребованного круглый год. Также на страницах газеты можно узнать о семинаре ведущих этнологов, который состоялся в Гагре, и об участии президента торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава во 2-м международном форуме «Женщина 3-го тысячелетия», где в Абхазии растут самые высокие в мире деревья, почему каштану угрожает гибель и чем может помочь абхазскому чаю криптомерия японская. На эти и другие интересные вопросы на страницах газеты ответил директор Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции Виталий Лейба. В номере также можно узнать о пребывании в
нашей стране российских литераторов, участников Дней русской культуры в Абхазии. В пятницу, 20 октября, общественная организация «Абхаздеск» проведет открытие новой сухумской арт-инсталляции. Это муралы из пластиковых крышек на бетонной стене причала в Синопе. Это создание часть экологического проекта. Авторы – художницы Диана Хинтба и Апша Хагба. На открытии они расскажут о концепции инсталляции и истории ее создания. Начало мероприятия в 16 часов. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу, 20 октября, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 18-23, температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До скорой встречи в эфире.